Итак, только что один из представителей славной семьи Абдель-Разаков принес бумагу очень старинную, примерно какого года, какого века? Это Мирзабе. 1331. 1331 года. Да. 1331 года. Я я все правильно расслышал? Да. Ничего себе. О чем здесь сказано? Еще не читал. Ойлин, он Мирзабе. Подожди. Мирзабе здесь указано имя? Дека, Мирзабе он. Ага, вот здесь Мирзабе Он бет указано. Абдурзак. Это Мирзабе. Ага. Это Мирзабе. وهذا عبد الرزاق. Абдель-Разак. نعم Это Абдель-Разак, сын Мирзабея. نعم وهون في عبد الرزاق محل تاني Абдель, вот ты только что сказал то, что меня поразило. Написано в этой бумаге, что мы родом от пророка Мухаммеда. И ничего себе. Это вот ты можешь найти место, которое подтверждает? Сейчас надо прочитать, я эту бумагу видел, может быть, лет 20 тому назад, я уже не помню, что там написано. Так, и значит, Читаем и будем... и Мухаммад, вот ситуацию, которая происходит в вашей семье, а именно по фиксации фамилии, я бы хотел бы запечатлеть на видео. Итак, вы, вот ты, он и Рияд, вы родные братья. Родные братья. Вы родные братья. Родные братья. Самый старший кто? Самый старший кто? Рияд самый старший. Итак, Риад самый старший. Вот, Риад самый старший. Средний, видимо, он, да? Да, Джамаль. А я младший. Джамаль. Ты младший. Младший. Теперь скажи мне, по какой фамилии ты фиксируешься в ливанских документах? Так, меня зовут Абдель-Вахаб Ходер. Абдель-Вахаб Ходер. Его зовут? Джамаль Махмуд. Махмуд это фамилия? Аллаху Акбар. Рияд Абдель-Разак. Вот тут То есть, написано, что они черкес из Кавказа, и они бросили Рия будет. Их родины. Родину вернуться. Замечательно. Замечательно, что это фиксируется в столь старинном документе. القفقاز كان جدهم الأصلي كان يروى عند السلطان سليم. Так, Дедушка был у султана Салима. их дедушка был, Дедушка, наш дедушка, то есть был у султана Салима, работал у него. работал у султана Салима. ووقع Замечательно. وترك الأستان وذهب إلى عربستان. Он оставил Астению, Астения. Астения, бин Астения. الثانية А что такое Астения? Турция, это, ну, где был султан в Турции. واحد Он оставил и приехал сюда, в нашу страну. Ага. وكان له أخ اسمه زكي وجاء Но это произошло в У XIV него веке. был брат, которого звали Зеки. طلب أخيه فوجده وذهب إلى حال أبيه فلما سألوه قال أطاعه ورفعه عن جبل جبل لبنان تزوج أخت الأمير بشير. Он приехал в Ливанский гора. В Ливанских горах жил. То есть это там, где Жуни, где вот это... Так, чуть-чуть ближе встань, чтобы микрофон фиксировал. عم يقراها Да надо, давай сначала прочитаем, а то я уже не помню, а потом будем снимать другое видео. Не, хорошо. Не, сейчас давай мы определим. Итак, Риад Абдель-Разак, Да. его младший брат Джамаль Махмуд. Джамаль Махмуд, и ты Абдель-Вахаб Ходер. Младший. А ваш самый-самый ближайший кровный родственник, тоже из Мирзабея, из Абдель-Разаков, он записан как Мухаммед Али. Мухаммед. Почему так произошло? Это Осман, тоже наш... Это тоже ваш брат. Итак, он
по фамилии Осман. Да. Почему так произошло? Потому что тут писали каждый по своему, как дедушку зовут. Они дали ему фамилию, имя дедушки. Ага. Иногда выбирали вторую, то есть дедушку или прадедушку, Или прадедушку, отец дедушки. или вот так, как... В общем, я хочу пояснить нашим зрителям, что вы знали свое генеалогическое древо, свое поколение, вы знали достаточно глубоко. И поэтому кто-то захотел в своей фамилии отразить имя деда, кто-то захотел отразить имя прадеда, а кто-то прапрадеда. Все понял. И поэтому получился такой разброс. Но люди вас знают как Абдель-Раззаки. Да. Да? Вот у Махмуда, то есть фамилия его, Да. был отец Ходор. То есть у меня, получается, еще прадедушку брали фамилию. А Абдель-Разак еще старше нас всех. Понял, понял. В общем, я сейчас понял причину и повод вот такого действия. Конечно, это сбивает с толку, особенно тех, кто с Кавказа, и никак не могут понять, почему у родных братьев разные фамилии, но теперь я стал понимать. Его зовут Джамал Али Махмуд Ходор Абдураззак. Назвали Махмуд, третье после Понял, него. понял. А назвали Абдулла четвертого Ходор. Того уже Абдураззак. Понял. То есть это можно потом переделать уже. Не, можно переделать, но это огромные деньги, Да, как ты это сказал. много там надо, и документы, и все. И вот поэтому оставили так. Вы оставили. Ну, правильно сделали. Что делать? Но Зато- все знают нас, здесь, Зато, вокруг нас, знают, что мы зато из в Кавказа. кавказских документах вы будете нормально зафиксированы.